Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Выборы 2021. Сегодня по всей Якутии заработали 794 избирательных участка. Прямое включение из Центра избиркома. Сводка с районов, как сегодня голосовали в крупных городах Якутии. Модернизация здравоохранения. Новые автомобили вручили медорганизациям республики. Сколько всего транспорта выделено и в какие районы. Социальная газификация. У главы Якутии рассмотрели вопросы, прошло совещание. Какие планы обозначены, какое финансирование предусмотрено. Награду заслуженным работникам. Свой профессиональный праздник сегодня отметили работники лесного хозяйства. В Якутии завершается первый день выборов. Сегодня он проходит и стартовал, и будет 3 уровней: федерального, республиканского и муниципального. В этом году республика выбирает депутата Государственной Думы по Якутскому одномандатному округу номер 24. Также идут выборы по федеральному округу, куда внесены 14 политических партий. Дополнительные выборы народных депутатов в Якутии идут по Колымо-Эндигирскому одномандатному избирательному округу и по университетскому. Также идут 76 муниципальных избирательных кампаний, дополнительные выборы 16 депутатов представительных органов в 11 муниципальных районов, глав 37 городских и сельских поселений, в том числе глав 5 районных центров. Об итогах по явке в первый день голосования расскажем в середине нашего выпуска. Будет прямое включение с Центра избиркома. Оставайтесь с нами. Первый снег в Алдане поставил под угрозу срыва работу избирательных участков и старт избирательной кампании. Мокрый снег пошел еще накануне вечером. Под тяжестью начали ломаться крупные ветки деревьев и рвали электрические провода. Электроснабжение города удалось восстановить только к утру. Сюжет Руслана Павлова. Зима для алданцев наступила неожиданно. Дождь резко перешел в снег, который поставил в тяжелую ситуацию энергетические службы. Деревья не выдерживали тяжести мокрого снега, ломались и рвали электрические провода. К вечеру 16 сентября большая часть города и прилегающие населенные пункты остались без света. Вчера в 18 часов примерно у нас был введен режим повышенной готовности. И ближе к вечеру пошли уже отключения по сети. 110 киловольт. Было отключено у нас порядка 5 линий. Это транзит с Чульмана до Нижнего Куранаха. В настоящее время удалось включить линию Лебединый-Нижний Куранах с отпайками. Продолжаем работы. Подстанции все у нас переведены на резервные линии 35 киловольт. Потребители Алдана в основном запитаны. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, избирательные участки открылись вовремя. Да и энергетикам удалось запитать большую часть города к 8 часам утра. Несмотря на то, что выпало очень много снега, все избирательные участки были открыты вовремя. На всех избирательных участках присутствуют наблюдатели, которые следят за процессом голосования. В первый день голосования особую активность проявили студенты и сотрудники промышленных горнодобывающих предприятий района, в которых работает много вахтовиков. В нашей компании много работников, которые приезжают с других регионов России. Был организован прием заявлений, их было 72. И, собственно говоря, все дружно голосуем здесь, на избирательном участке, высказываем свою гражданскую позицию. Голосование продолжается, равно как и энергетики продолжают бороться с последствиями снегопада. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Как проходил первый день выборов в Ниренгринском районе? Сюжет Ирины Кичигиной. Сегодня стартовал первый день голосования в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации для всех граждан нашей страны, а в поселке Чульман Ниренгринского района жителям предстоит выбрать еще главу поселения и депутатов поселкового совета. Все избирательные участки готовы принять своих избирателей. Мы собрались задолго, честно скажу, до открытия. Все установленные процедуры были соблюдены. У нас достаточно хорошее количество наблюдателей, которые присутствовали при всех процедурах.
и опечатали в их присутствии стационарные переносные ящики. Мы их ознакомили с размещением информации, со всеми требованиями, которые предъявляются к участковым комиссиям. Всего в Нерюнгринском районе работает 36 избирательных участков. С утра отмечается достаточно высокая явка избирателей. Для того, чтобы голосовать в первый день, у каждого свои причины. Первый день голосования, не знаю, самые ответственные голосуют, на мой взгляд. Чтобы отдать свой голос, чтобы он нигде не содержался, и сыграл свою роль. В субботу-воскресенье надо закончить дачные дела, съездить. Пришла проверить, меня 3 года не было в списках. Ходила в субботу, чтобы меня записали. Пришла, записана. И проверила, и проголосовала. Одним из первых пришел исполнить свой гражданский долг и глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк. Первый день, он самый важный. И для меня вообще новый формат 3 дня, но потихоньку к нему привыкаю. Я привык вообще, всегда, что это все происходило в один день, но уже на протяжении последних 2 лет у нас новый формат голосования. Но я пока не перестроился, поэтому считаю, что первый день важен, и нужно отдать и исполнить свой гражданский долг именно сегодня, в первый день. Для кого-то эти выборы стали настоящим событием. Нерюнгринцу Егору Медальскому этот день запомнится как первое голосование в жизни, которое совпало с днем его совершеннолетия. Мне сегодня исполнилось 18 лет, и в этот же день я пошел и проголосовал. Организаторы учли этот момент, и я был уже внесен в списки. Я изучил всю информацию о кандидатах и пришел и сделал свой выбор. В досрочных выборах в труднодоступных и отдаленных местах приняли участие 487 человек. А по предварительным подсчетам на 15 часов в Нерюнгри и поселениях проголосовало 3970 избирателей, что составило 7,68% от общего числа, включенных в список. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Линчане тоже активно голосовали уже в первый день, и хотя по району явка на 3 часа дня была чуть больше 10%, то в городе на некоторых избирательных участках уже проголосовало большинство избирателей, рассказывает Анна Кожевникова. Высокая явка наблюдается на 228-м избирательном участке города Ленска. Это Дворец культуры «Юность». Здесь по федеральному списку 1252 избирателя, по одномандатному 1243. Жители улиц Орджоникидзе, Победы, Дзержинского, Пролетарская, часть адресов которых относится к избирательному участку 228, с самого утра спешили прийти и отдать свой голос. Оценили избиратели и то, что в этом году выборы продлятся 3 дня. Да, удобно, что поменьше людей, нету очереди. Конечно, так лучше. И время дается с работы прийти и проголосовать. Свой гражданский долг надо проявлять, не стоять в стороне, участвовать активно в жизни страны. На этом же участке будут голосовать 54 человека, не по прописке. Они подали заявление предварительно. Также члены 228-й избирательной комиссии будут выезжать по домам к тем избирателям, у кого нет возможности подойти на свой участок. Наша комиссия уже поступила порядка 19 заявлений о выезде на дом. Но прием заявлений еще ведется. Мы принимаем заявления до 2 часов 19 сентября. На сегодняшний день избиратели идут очень активно. С утра у нас даже была небольшая очередь, но благо помещение позволяет соблюдать дистанцию, поэтому мы справились с этой нагрузкой. На 227-м избирательном участке на 15:00 часов проголосовало 108 человек. Здесь помещение небольшое, кабинет школы номер 3, но все меры безопасности в соответствии с санитарными нормами соблюдены. Санобработка ведется каждые 2 часа. Скажем, средняя, наверное, явка, но я думаю, что это связано с тем, что сегодня рабочий день, и мы приглашаем и ждем наших уважаемых избирателей проголосовать сегодня до 20:00 и завтра также с 8 утра до 20:00. И, конечно же, в воскресенье 19 числа. Здесь 1302 избирателя. Также по предварительным заявлениям дополнительно проголосуют 24 человека не по прописке. Наблюдатели тщательно следят за процессом голосования. Нарушений не выявлено. Выборы пока так только начинаются, можно сказать. Вот почти, еще 10% нет даже народа, которые пришли. Но я думаю, это сегодня рабочий день, и поэтому такая явка небольшая. Но со временем, я думаю, что они обороты наберут. И думаю, люди пойдут на выборы, потому что сегодня надо сделать свой выбор. И я думаю, что
выставлены все партии, которые достойно идут на выборы. Это только первый день голосования. Впереди еще 2, причем выходных дня. Все участки будут работать с 8 утра до 8 вечера и ждут своих избирателей. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В республике отработали все варианты защиты безопасности граждан на избирательных участках. Об этом сказала замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Добавила, что в каждом участке применяются те алгоритмы, которые защищают как членов избирательных комиссий, так и самих граждан, а именно соблюдение социальной дистанции, ношение масок, перчаток, наличие антисептиков и многие другие меры. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, пятницу, субботу, воскресенье нам с вами предстоит непосредственно осуществить голосование. Кто-то уже сходил на избирательные участки. Оперативный штаб совместно с территориальными избирательными комиссиями на местах, а также с Центральной избирательной комиссией Республики отработали все варианты защиты непосредственно и вашей безопасности на избирательных участках. Сама я с утра тоже проехала ряд участков, уже в том числе проголосовала. Все нормы соблюдаются, также призываем вас эти нормы значит, непосредственно соблюдать. И кроме того, я обращаю внимание, что амбулаторные больные, которые у нас сегодня находятся в группе ожидания анализов или являются контактными, относительно них включен режим самоизоляции, поэтому в течение 3 дней голосуете по заявлению. Представители участковых избирательных комиссий знают, в каком порядке осуществляется это голосование. К теме выборов мы еще раз вернемся, узнаем о цифрах явки в первый день. Буквально через несколько минут в нашем выпуске будет прямое включение из Центра избиркома. Ну а сейчас о ковид-обстановке. За минувшие сутки выявлено 172 новых случая коронавирусной инфекции, из них в столице 101 случай. Что касается районов, то в Мегино-Кангаласском районе 13, в Усть-Алданском 9, по 5 заболевших в Мирнинском, Нерингринском, Чурапчинском районах. Другие цифры подробнее видите на своих экранах. Очная встреча уполномоченных регионального отделения Фонда социального страхования в районах республики прошла в столице. Первый за 2 года работы очный формат пленарного заседания стал возможен благодаря почти 100% вакцинированию коллектива. Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина обозначила, что за последние 2 года фонд соцстраха во многом переформатировал свою работу. Это касается как цифровизации, так и доступности услуг, оказываемых фондом. С начала текущего года медорганизациями региона занесены в портал фонда более 130 тысяч записей об электронных листках нетрудоспособности. Это на 33% больше, чем в прошлом году. 44 автомобиля вручили медорганизациям республики в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ключи получили более 20 районов республики. Продолжается реализация и других пунктов этой программы. Подробнее Саргалана Неустроева. Новые автомобили существенно облегчат работу медиков в районах республики. Не секрет, что качество дорог в отдаленных населенных пунктах региона напрямую зависит от времени года и погоды. Надежные отечественные автомобили незаменимы при бездорожье. Машины УАЗ 3962, всем известная, да. В данный момент это оптимальный автомобиль для районов, для регионов, для северных. Вот, потому что он более ремонтопригодный, чем, например, те же Соболя или Газели Next. Зарекомендовал себя очень неплохо в наших условиях работы. При этом важно подчеркнуть, автомобили не будут привязаны к центральным районным больницам и простаивать в местных автопарках. Машины будут регулярно осуществлять перевозку медперсонала на места оказания помощи и пациентов в медицинские организации. Кроме того, будет осуществляться перевозка биологических материалов для исследований. Машины будут преднаправляться непосредственно, прикрепляются к врачебным амбулаториям в селах. И врач или фельдшер этого села, он обслуживает не только одно село. Там прикреплены еще несколько фельдшерских пунктов, и кроме этого еще летние, то есть Саелык.
Между тем, помимо закупки автомобилей на территории республики действуют еще два мероприятия по реализации программы. Это закупка профоборудования и строительство и ремонт объектов здравоохранения. Отмечу, что в этом году мы запускаем 5 объектов по центральным районным больницам, в том числе в Арктической зоне, в Момском районе, в Хану. Второе – это закупка оборудования, почти 1,5 миллиарда рублей. И из них самое дорогостоящее – это рентгены, это компьютерные томографы. В этом году опять-таки почти в 5 районах нашей республики компьютерные томографы появятся. Это мечта, которую мы давно хотели осуществить, но было невозможно в целях того, что не хватало населения, были нормативы с 1 января 2021 года. Эти нормативы пересмотрены в рамках программы модернизации. Всего в текущем году было запланировано приобретение 54 единиц автотранспорта. Из них 10 машин поступили в республику еще в начале года и распределены в медицинские организации арктической группы районов. В целом же на реализацию программы в период с 2021 по 2025 годы направлено более 12 миллиардов рублей. Сырглана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. Сейчас мы узнаем в цифрах о том, как прошел первый день выборов по Якутии. В Центре избиркома республики находится наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Он на прямой связи с нами. Готов узнать все последние новости у руководства Центра избиркома. Внимание на экран. Добрый вечер, Евгений Николаевич. Расскажите, как завершился сегодня первый день голосования, были ли какие-то нарушения и какова явка избирателей? Добрый вечер, Дмитрий. Да, в действительности, буквально несколько минут назад завершился первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы 8-го созыва. По предварительным данным у нас проголосовало 103 648 человек, что составляет 15,66% от общего числа избирателей нашей республики. В целом выборы прошли в соответствии с требованием законодательства, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических служб и противопожарной безопасности. В течение первого дня в Центре избирком нашей республики не поступило ни одного заявления, жалобы на нарушение избирательного законодательства. Но тем не менее мы пристально изучаем, смотрим, контролируем, мониторим, как ситуация обстоит на местах, в участковых территориальных избирательных комиссиях. Нами зафиксированы случаи поступления отдельных жалоб со стороны наблюдателей, со стороны активных граждан, особенно в утренние часы работы участковых избирательных комиссий, связаны с некорректной работой наших видеокамер. С этой точки зрения они носили в основном технический характер. Мы быстро, оперативно все это устранили. Особенно это касалось вопросов ракурса, установки данных камер видеонаблюдения, которые быстро отрегулированы силами нашего подрядчика Ростелеком. Также, кроме того, нами было, особенно в утренние часы, зафиксированы случаи массового корпоративного голосования на избирательных участках, который, в принципе, заключается в самом смысле мобильного избирателя, который позволял любому гражданину, любому избирателю, пользуясь данным правом, голосовать по месту нахождения. В основном этой формой работы воспользовались работники, которые трудятся в предприятиях непрерывного цикла работ. И с этой точки зрения, в целях удобства, были отдельными руководителями предприятий выделены автотранспорт, машины, которые для оперативного подвоза, для оперативного, прибытия на избирательный участок выделяли служебный транспорт. С этой точки зрения мы считаем, что в любом случае на самих помещениях избирательных участков была соблюдена главное условие голосования — соблюдение тайности волеизъявления граждан. И с этой точки зрения мы не видим в этом нарушений. Отдельные были также технического плана заявления,
которые носили технический и оперативный характер. Мы, в принципе, все эти вопросы в течение дня силами наших же избирательных комиссий, участковых, территориальных комиссий быстро, оперативно устраняли. Мы, безусловно, хотим благодарить наших незаменимых помощников, в первую очередь наблюдателей, представителей средств массовой информации, простых, обычных, активных граждан, которые нам помогают в нашей работе и помогают проводить процедуру голосования в рамках требований действующего законодательства. Большое спасибо. Спасибо. Продолжаем выпуск программы «Итоги дня». У главы республики рассмотрен вопрос социальной газификации населенных пунктов. По плану до газификации населенных пунктов к голубому топливу должны быть подключены 4934 жилых дома с охватом в 11,5 тысяч жителей Якутии в 82 населенных пунктах по региону. В целом проект социальной газификации в Якутии оценивается почти в 5,5 миллиардов рублей. В целом Айсен Николаев призвал подойти к реализации этой масштабной задачи динамично и ответственно, в том числе при взаимодействии с правительством России и «Газпромом». Также глава Якутии актуализировал, что принятые планы должны быть исполнены. Сезон дорожных работ подходит к концу. Специалисты отмечают, что в этом году в Якутске к октябрю будет проложено и отремонтировано рекордное количество дорог, общая протяженность которых составит более 50 километров. При этом одним из основных подрядчиков является компания «Рикавтодор», продолжит Саргалана Неустроева. В вершине комплекса асфальтобетонного завода установлен флаг с волком. Принадлежит он местному начальнику Альберту Потапову. Он и его бригада работают вместе уже 10-й год. И за качество производимой продукции ручаются. Производство на заводе не останавливается даже ночью. Они, как сказать, профессионалы своего дела и уже давно привыкли к этому образу жизни. Ну, правда, есть текучка кадров, но все это связано с сезонностью дорожных работ. Это везде у дорожников так. Между тем, уже 3-й год дороги в Якутии прокладываются с применением технологии ресайклинга, что существенно ускорило темпы работ, сократило затраты на ремонт и обеспечило надежное и качественное покрытие. По словам представителей компании, особенно отрадно, что работают на производстве молодые кадры. Некоторые пришли в профессию по примеру родителей. Отец Александра Дивина работал дорожником. На самом деле, вот в этом году ровно полжизни, как я работаю на асфальте. То есть мне 33 года, 16 лет я на асфальте. Работал во многих регионах России, начиная с родины, с Томска, Петербург, Москва, Амурская область, Иркутская, Бурятия, собственно, Якутия. Во время работ дорожники сталкиваются с разными людьми. Кто-то ругает, а кто-то, наоборот, может и на чай позвать. Но никогда работники не отказывают людям в помощи. Встречаются люди, в основном все позитивные. Просят помочь где-то техникой, то есть где-то отсыпать подъезд к дому. Мы идем навстречу. Последним же этапом ремонта и укладки асфальта становится работа геодезиста. Как признается Аял Алексеев, больше всего ему нравится работа на открытом воздухе, общение с людьми и математические подсчеты. Получается, мы смотрим, насколько дорога должна подняться, насколько опуститься, в какую сторону воду отвести, в какую не надо отводить воду. То есть, например, на поворотах делаем виражи, само собой, и смотрим поперечные уклоны. Вообще, практически с нуля, получается, мы начинаем работу на дороге. Конечно, я ощущаю некую приятность, то, что это моих рук дело. В компании «Рикавтодор» на сегодняшний день трудится 568 специалистов. Само предприятие имеет 5 филиалов по республике – в Амгинском, Хангаласском, Вилюйском, Верхневилюйском и Нюрбинском районах. В настоящее время это ведущее дорожно-строительное предприятие в Якутии. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства. В историческом парке «Россия. Моя история» в столице прошла торжественная церемония вручения наград заслуженным работникам отрасли. Также была организована выставка новой спецтехники. Репортаж Марфирины Алексеевой.
Государственные и ведомственные награды работникам и ветеранам регионального лесного хозяйства торжественно вручил глава республики Айсен Николаев. Он также отметил, что пожароопасный сезон текущего года был особенно тяжелым. На территории Якутии с начала мая по вчерашний день было зарегистрировано 1677 пожаров. Мы выстояли благодаря огромным усилиям лесопожарных формирований, МЧС, военных, местного населения, добровольцев, конечно же, лесных работников, лесничеств. Все вместе мы трудились. Более 25 тысяч человек по Якутии участвовало в битве за тайгу. Сейчас в республике ведется работа по установлению границ лесничеств, взят курс на цифровизацию лесного комплекса. Все документы в области лесных отношений переводятся в электронный вид. Словом, перед нами стоят конкретные задачи. На данный момент ведется масштабная работа по обновлению и укреплению материально-технической базы. На днях доставлено 20 единиц тяжелой спецтехники, а по дальневосточной программе развития дополнительно планируется приобрести еще 23 единицы техники. Огромная территория требует огромных затрат, потому что то, что мы сейчас закупаем, она показывает себя с эффективной стороны, но этого все равно пока не хватает, потому что у нас каждый пожар по кромке протяженности там, от 40 до более километров, вы смотрите, там, на один пожар нужно техник 20-15 минимум. В этом году мы закупили на 200 миллионов, еще плюс у нас вышла экономия, на этот счет мы еще закупаем дополнительные техники, лодки для борьбы с лесными пожарами уже на следующий год. То есть мы закупаем, ставим на учет, и уже они будут задействованы на лесные пожары в следующем году. Сотрудники лесного хозяйства, помимо борьбы с лесными пожарами, ведут работы по лесоустройству и уточнению границ лесничеств. К примеру, в этом году специалисты провели масштабную работу по защите лесов Центральной Якутии от нашествия шелкопряда. В условиях современных реалий и глобального изменения климата работники лесного хозяйства являются хранителями одного из самых ценных ресурсов человечества – легких нашей планеты. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Это были итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале. Всегда будьте в курсе.